До 19 марта остались считанные дни. В регионе вовсю идет завершающий этап предвыборной кампании. Учтено буквально все. От подготовки непосредственно участков до моментов, где приуралец, к примеру, не может проголосовать на собственном участке, а то и вовсе планирует уехать в другой регион. Обо всем этом подробнее далее. Грядущие выборы уже оригинальны тем, что конкуренция высокая, претендующих на кресло депутата много. Соответственно, и выбор перед каждым жителем станет разнообразный и непростой. Даже бюллетени на участках голосующим дойдут 5. Они отличаются не только цветом, но и содержанием. Первый бюллетень – это выборы депутатов Мажилиса по партийным спискам. Он будет голубого цвета. Так, зеленый бюллетень – выборы депутатов Мажилиса по одномандатным. Далее идет выборы депутатов в областной маслихат по партийным спискам. Оранжевый – это как раз одномандатный по областным депутатам в областной маслихат. Ситуация понятна, да? Далее идет у нас серый бюллетень, это 24 округа по городу, серый бюллетень – это выборы депутатов в городской маслихат. Все 5 бюллетеней житель получит в том случае, если придет на свой участок. А как быть тем, кто собирается покинуть пределы города или своего района, а то и вовсе уехать в другую область? На этот случай предусмотрено следующее. Если избиратель собирается в день выборов поехать в другой населенный пункт внутри региона, то он получит 3 бюллетеня. И только один, если приуралец покинет регион. Этот единственный бюллетень – возможность проголосовать за кандидатов в депутаты Мажилиса по партийным спискам. Открепительные талоны, к слову, начали раздавать 4 марта, и уже такой возможностью воспользовались 473 жителя. Заявки, кстати, принимают до 6 часов вечера 18 марта. Что касается тех, кто не сможет проголосовать на своем избирательном участке по причине здоровья или работы на службе или вахте, то для них предусмотрен выезд специальной группы. В ее составе члены избиркома и наблюдатели. Первые предоставляют все для голосования, вторые проследят за прозрачностью процесса. Предусмотрели в территориальной избирательной комиссии даже возникновение чрезвычайных ситуаций. В Каратабинском районе одна из рек вышла из берегов. Из-за этого 6 избирательных участков оказались в зоне подтопления. Сообщение сейчас восстановлено. Происходит оно с помощью моторных лодок. Сегодня мы доставили вплавь туда бюллетени. По плану процесс голосования будет проходить и в зоне ЧС. Для голосования на дому, а также по месту работы или службы необходимо написать заявление. Сделать это можно как в бумажном, так и в электронном виде. Такую возможность избирателям предоставляют до 12 часов дня 19 марта. На сегодняшний день 7624 подали подобное заявление. Но вернемся на избирательные участки. Вот с какой проблемой может столкнуться избиратель. Если человек не нашел себе день выборов, есть у нас 186 участков, сервис работает, через сервис и определяет, если он зарегистрирован в этом участке, тогда ему дает возможность, включает дополнительный список, и там дает возможность проголосовать. Если он находится в этом участке, нет, в другом участке живет, ему объясняет, вот надо идти в другой участок, там сервис помогает, тоже находит, и в том участке он идет на другой участок, будет голосовать. Кроме того, в день голосования в регионе будут действовать 5 сервисных центров, куда могут обратиться приуральцы, не имеющие регистрации, но желающие сделать свой выбор. Туда они могут обратиться для возможности поставить галочку за понравившихся кандидатов. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Талгат Муратбаев, Таншолпан Амирханова, телеканал Акжаик.